Ура! Если где-то перерезают ленточки, то в юношеской библиотеке забивают гвозди. На открытии мастерской с необычным названием «Гвоздильня» не только постоянные читатели. Уж очень любопытно, что на этот раз придумала команда юношки. Проекты, события и самые современные технологии. Здесь посетителей привыкли удивлять. Новое направление работы не совсем такое обычное, может быть даже, можно сказать, не совсем типичное для библиотеки, но я думаю, что будет очень востребованное и интересное для нашего города, для нашего Сыктывкара и, конечно же, для нашей республики в целом. Основной массив оборудования разместили в бывшем зале тет-а-тет. Кабинет давно был местом для свободного творчества. Теперь в арсенале лаборатории термопресс, комплект 3D-ручек и даже 3D-принтер. На глазах у посетителей рождается Эйфелева башня в миниатюре. И такие пластиковые фигурки сможет создавать каждый. А программирования молодых людей будут учить профи. Конечно, нужно обладать определенными навыками. В курсах я буду давать базу, знакомить с этим. Если студентам будет интересно, они могут дальше самостоятельно или с моей помощью уже что-то дополнительно узнать. В принципе, этому учатся не один год на специализированных факультетах. То есть это сложно, это профессия. Пока одни гости испытывают технику, другие трудятся руками. Плетут фенечки с коми-орнаментом, раскрашивают камни, шьют мягкие валентинки, выжигают узоры на украшениях. Занят каждый свободный уголок. Я не думал, что я впервые в своей жизни буду выжигать из дерева. Для меня это новое такое открытие. И как раз вот моя девушка сделала мне вот такую красивую поделочку. Но я для нее тоже, конечно, сделал. Для меня это счастье. Символично, что название лаборатории сотрудники библиотеки искали в книгах и нашли в словаре Даля. В давние времена гвоздильными называли мастерские, а в 21 веке к традиционным технологиям добавились современные. Вот, к примеру, рисование, но необычное, песком на светящейся доске. Процесс, очень увлекательный. Постоянный участник всех мероприятий юношки – российское движение школьников. Юные дарования регулярно выставляют здесь свои рисунки и поделки. Талантов так много, что их даже хотят объединить в Лигу юных ремесленников. А в новой лаборатории они будут творить с особым вдохновением. У нас ежегодно ребята становятся лауреатами различных премий, победителями всероссийских конкурсов, получают за это очень высокие награды на уровне России, и вот мы пытаемся их объединить. Победить в грантовом конкурсе библиотеки помогла Академия государственной службы. Это давний партнер юношки. А среди руководства вуза некогда постоянные читатели. Проректор Андрей Чужмаров бывал здесь с детства и, можно сказать, рос вместе с библиотекой. Сейчас не верит своим глазам. Я жил на улице Коммунистической, и поэтому все это происходило на моих глазах. И мне очень приятно то, что вот сейчас, в последнее время, произошла перезагрузка. Как это у нас сейчас модно выражаться, произошла перезагрузка библиотеки. Работа в новом формате, работа электронных сервисов, как читательские билеты, электронный каталог. Руководство надеется, их примеру последуют другие учреждения. Пока же такие новшества многих шокируют. А ведь мастерские в библиотеках давно мировой тренд. Только что прошла информация про вновь открытую библиотеку в Финляндии, где у них не одна мастерская, а их много мастерских, где у них есть и спортивные залы, где есть возможность заниматься творчеством. В общем, практически это такое общественное пространство для проведения свободного времени, для интеллектуального развития. Впереди у библиотеки целый образовательный курс, который, уверены сотрудники, пополнит и читательскую базу. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.